В конце апреля Леонид Гуля заразился коронавирусом. Говорит, еще с самого начала пандемии знал, что это дело времени. Врач не переставал работать, и опасность, что однажды к нему попадет инфицированный пациент, не исчезала ни на день, а в последних числах апреля проявилась. Все это началось с поступления первых пациентов. Они поступали в инкубационном периоде, соответственно, и посевы были отрицательные. Но во время госпитализации развивалась клиника, их переводили в специализированные стационары. И тогда возникло осознание, что все это для меня лично вопрос времени, и изолировался от своей семьи, чтобы не принести все это домой. И в этом я был абсолютно прав, поскольку через 2 недели после первого контакта ощутил, что не чувствую ни запаха, ни вкуса. На следующие сутки температура 39, которая ничем не снижалась ни парацетамолом, ни перфолганом. При этом хочу отметить, что некоторые мои коллеги перенесли это, к счастью, намного легче. Несколько дней температура 37, снижение вкуса, запаха, но за неделю уже восстановились. Лично у меня поражение по результатам томографии было 15%, и заболевание не требовало госпитализации, но было субъективно крайне неприятно, поскольку любые действия, даже бытовые, сопровождались выраженной одышкой, слабостью, постоянная ломота в мышцах, и не ожидал, что вкус и запах настолько важны. Но выпадение 2 этих, казалось, незначительных функций очень сказалось на качестве жизни. Мало того, что и так плохо, так еще и последнюю радость потерял. Медики при столкновении с вирусом готовы чуть лучше других, в первую очередь знаниями, но и психологически. Леонид Гуля знал, каким может быть течение болезни, но тем не менее признается, что столкновение с ней было стрессом. Еще в большую стадию стресс перешел, когда заболела мама Леонида, Татьяна Георгиевна Гуля. И это при том, что она старалась по максимуму соблюдать все необходимые меры. Госпитализировал к друзьям, которые уже долго с этим работали и следят за мировыми тенденциями. Благодаря этому получилось перенести данное заболевание тяжело, но без каких-то последствий, которые были вполне вероятны, в том числе самые худшие ожидания могли бы быть в связи с выраженным поражением. К сожалению, именно с учетом того, что она везде носила и маску, и перчатки, старалась не выходить лишний раз из дома, но данный вирус очень заразен, и не всегда соблюдение всех мер предосторожности дает стопроцентную гарантию. И, к сожалению, не все, по моему личному наблюдению, и в Москве относились к всему этому серьезно, а устойчивость вируса до 2 суток во внешней среде может привести к тому, что один человек, который активно выделяет, может инфицировать до 200 людей, с которыми даже он напрямую не контактирует. В магазине, чихнув на продукты, либо в замкнутом помещении, выделяя в открытую окружающую среду вирус. Но в большом городе, как показывает практика, иногда и меры не помогают. А вот в маленьком, считает Леонид Гуля, можно обезопасить себя и своих близких. Приехав летом на родину, наш собеседник не подвергает ни себя, ни окружающих опасности. Врач переболел, выработав крепкий иммунитет, и потому за себя не беспокоится, только за супругу с ребенком. Мы просим еще раз ответить на надоевший вопрос. Зачем нужны маски, перчатки и антисептики? Да, маски помогают. В первую очередь человек может выделять вирус и не знать об этом, поэтому, нося маску в общественных местах, он в первую очередь, и в том числе, заботится о своих родных, близких, окружающих соседях. И в какой-то степени маска снижает и риск инфицирования. Зачем нужны перчатки и антисептики? Это связано с тем, что вирус устойчив в окружающей среде, и потрогав вещи в магазине, продукты на пальцах, он остается, потом, потерев нос, глаза,
можно получить достаточную дозу вирусной нагрузки для того, чтобы заразиться саму и заразить всех своих близких. Это, я думаю, точно никто не хочет. Пандемия коронавируса, помимо здоровья людей и их жизни, разрушает системы здравоохранения. Какие только страны не заявляли о том, что не справляются, от далеких европейских до постсоветских. Говорить о том, что Абхазия справится с большой волной заболевших, не приходится. При этом даже сейчас еще можно начать вести хотя бы аккуратную социальную жизнь. Но перед этим, конечно же, Леонид Гулия советует своим соотечественникам поверить раз и навсегда, что вирус существует и он опасен. Российской Федерации, где все ждали возникновения этой проблемы, пришлось разворачивать дополнительные койки, привлекать и ординаторов, студентов из-за того, что это действительно было похоже на лесной пожар. Плюс с началом, скажем так, туристического сезона нужно будет как-то позаботиться и о отдыхающих, что создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. И все это будет сложно, и это будет героическое преодоление. Поэтому лучше не допускать этой ситуации, бояться, паниковать не надо. Просто, как со всем в этой жизни, лучше отнестись серьезно, мыть руки перед едой и соблюдать все рекомендованные меры. Конечно, все это как с динозавром, вероятность встретить 50% можно встретить, а можно и нет. Но при этом лучше сделать все, чтобы поберечь даже, возможно, и не себя, своих близких, и подумать в первую очередь о них, поскольку люди старшей возрастной категории болеют в более тяжелой форме, и потом переживать, почему я был так обеспечен, принес все это домой, и ладно, сам переболел, но и принес много страданий своей семье, попросил бы задуматься об этом. Сейчас Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского, в котором работает Леонид Гулия, вернулся в докарантинный режим работы. По словам врача, многие из пациентов сердечно-сосудистого отделения – это люди с последствиями от ковид, потому что избавиться от вируса, как показывает практика, порой гораздо проще, чем от его последствий. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.